Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как целая семья осталась без всего, что нажито за всю жизнь. Вся улица, с лопатами бегала, закидывала вот этот гараж, сарай. Зашел за кофе и чаем. Что такое-то вообще? Почему посетителя одного из магазинов задержали в метро полицейские? А также секунды и миллиметры от трагедии. Неуправляемый грузовик вылетел с трассы на заправку и врезался в стоящий у колонки длинномер. Все лежит холодный. Давай массаж сердца делать. Водитель грузовика был мертв. Это и не только прямо сейчас. Сгорело все, что нажито за всю жизнь. Крупный пожар охватил двухэтажный частный дом с надворными постройками на улице Озерная в поселке Отары. Огонь, уничтожив все на одном участке, едва не перекинулся на соседские строения. Не допустить распространения пламени прибежали едва ли не все жители улицы. Все подробности в репортаже Алии Хайрудиновой. К приезду пожарных расчетов пламя распространилось по всему участку. Дом, гараж и баня – все горело ярким пламенем. Огонь мог перекинуться и на соседние строения, но этого удалось не допустить. Свою помощь огнеборцам оказывали и жители ближайших домов. Вся улица, с лопатами бегала, закидывала вот этот гараж, сарай. Все лопатами тушили, По рассказам соседей, в доме, в котором недавно был ремонт, живет семья пенсионеров с внуками. В момент пожара люди находились внутри, но всем удалось спастись. Успели только выйти, и все, одежду не вытащили, не успели ничего, все сгорело. По одной из версий, возгорание началось с бани. А из чего в бане непонятно началось там? Ну, они топили, говорят, баню. Смотр оставили, да? Наверное. Ну, зачем? Нет, они помыли, все как положено, как всегда. Полностью справиться с огнем пожарным удалось через час. Общая площадь пожара составила 125 квадратных метров. Спасти ни дом, ни надворные постройки уже не было никакой возможности. Единственное, что уцелело, это машина. Ее успели отогнать. Предварительная причина возгорания – нарушение устройства и эксплуатация печи. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Мужчина с ножом, громко стучащий в двери одной из квартир среди ночи, разбудил и сильно напугал жильцов дома на улице Дементьева. По рассказам женщины, владелицы жилья, куда он ломился, мужчина – ее бывший сожитель. Но в этой квартире он не прописан. Отношения прекратились, и вместе они больше не живут. Периодически мужчина делал безуспешные попытки вернуться. В этот раз пришел снова нетрезвый и с ножом. Незваный гость даже попал внутрь квартиры, но, к счастью, вреда никому не нанес. После того, как на место вызвали полицию, дебошир скрылся с места происшествия еще до приезда сотрудников. Дождавшись, когда стражи порядка уедут, он вновь вернулся. Тогда его и задержали. И уже сегодня днем его решением суда арестовали на 15 суток. Несколько упаковок с чаем и кофе пропали с полок одного из магазинов на улице Декабристов минувшим вечером. Спустя несколько минут нетрезвого мужчину с таким же количеством и наименованием упаковок задержали в метро в нескольких метрах от супермаркета. Задержанный уверял, что ничего не крал. Доказать свою невиновность, правда, на словах чека у него не было, пытался так буйно, что держать себя в руках ему помогали наручники. Айрат Назипов был этому свидетелем. По предварительной версии, молодой человек вышел из магазина с неоплаченным товаром. С собой он прихватил 4 банки кофе и 2 пачки чая. С таким добром он направился дальше и спустился в метро. Уйти в подземелье и остаться незамеченным у мужчины не получилось. Там, на глубине, он попался на глаза сотрудников полиции, чего совсем не хотел, и от чего его поведение стало совсем уж подозрительным. А тут и поступила информация о краже из магазина. У мужчины при себе нашли то же самое и в том же количестве, что и пропало. Конечно, отсутствие чека не преступление, но в этот раз уж слишком подозрительно. Хотя мужчина и пытался всех убедить, что ничего противоправного не совершал. Что такое-то вообще? Вообще не знаю, что. Нетрезвое состояние давало о себе знать. Держать себя в руках у него получалось не всегда. И полицейским пришлось ему помочь не буянить наручниками. Тихо. Оказавшись в патрульном автомобиле, молодой человек не сдавался и подробно расписывал, где он мечтал бы увидеть всех, кого он встретил этим вечером. Иди на. Еще раз можно? Иди на. В поле зрения правоохранителей он попадается уже не в первый раз. Если камеры видеонаблюдения магазина запечатлели, что именно этот мужчина совершил кражу, ему, вероятно, придется ответить за содеянное. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112».
Зарезал соседа и пошел в магазин за водкой. В Набережных Челнах в квартире одного из домов в поселке ГЭС обнаружили труп 47-летнего мужчины. Следователи полагают, что убийцей может быть 57-летний хозяин жилища, в котором и обнаружили тело. По версии правоохранителей, за день до убийства сосед и соседка подозреваемого распивали алкогольные напитки. После этого потерпевший ушел домой. Наутро он зашел к подозреваемому продолжить застолье, но между мужчинами завязался конфликт, и хозяин дома схватился за нож. Следователи установили, что именно он нанес 19 ножевых ранений своему сопернику и спокойно пошел в магазин за бутылкой спиртного. Вернувшись, он рассказал соседям, что в его квартире лежит труп, и причастности к его смерти он якобы никакой не имеет. К слову, подозреваемый лишь год назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. При этом причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. К 9,5 годам лишения свободы приговорили 33-летнюю Ольгу Стерлядову. Мать троих детей суд признал виновной в жестоком убийстве своего бывшего мужа. По версии следствия, в начале июня минувшего года в селе Старая Слякова Огрызского района, убедившись, что экс-супруг спит, женщина ударила жертву топором по шее. Решив спрятать тело, выбрала самый страшный способ. Она сбросила труп в подпол, расчленила при помощи топора и болгарки и оставила там. Затем злоумышленница спокойно уехала в Ижевск. Обеспокоенные пропажей своего 32-летнего сына родители обратились в полицию. Когда правоохранители позвонили женщине и попросили приехать в отдел для выяснения обстоятельств пропажи мужчины, та сообщила им, что находится с ребенком в больнице. В дальнейшем женщина втайне приехала домой и перезахоронила тело на территории домохозяйства. Однако, несмотря на это, в ходе проведенного осмотра места происшествия останки были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов. Собранные следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства были признаны судом достаточными для внесения женщине приговора. Ей назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Неуправляемый грузовик вылетел с трассы М7 на автозаправочную станцию и, не тормозя, врезался в стоящий у колонки длинномер. Когда очевидцы подбежали к газу, мужчина, сидевший за его рулем, был мертв. Все произошло вблизи поселка Щербаковка. Евса Минязова была на месте трагедии и знает подробности. Водитель машины лежит. Машина заведенная, машину загружал, потрогал, пульс есть, это есть. Давай это звонить. Скорую, ГАИ, как говорится. Расплатившись за топливо и выйдя на улицу, увидел разбитый грузовик и свою помятую фуру. Водитель длинномера рассказывает, что тут же подбежал к мужчине, сидевшему за рулем газа. Говорит, он был без сознания. Но пульс, уверяет, был. Мужчина тут же стал звонить в скорую. Много времени у него это не отняло. Но когда вернулся, водитель грузовика уже не подавал признаков жизни. Все лежит холодный. Давай массаж сердца делать. Вот пока скоро ехал, массаж сердца делал. Бесполезно, врачи сказали, что у него тромб оторвал. Бесполезно было. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть 53-летнего мужчины. По предварительной версии, он умер от внезапной остановки сердца. Коллеги скончавшегося мужчины в разговоре с полицейскими рассказали, что буквально за 1,5 часа до этого они с ним разговаривали. Говорят, у него было хорошее настроение, но самочувствие не жаловался. Видимо, плохо стало прямо на ходу. Очевидцы происшествия остановились и рассказали водителю фуры о том, что сами едва не попали под этот грузовик, поскольку вилял он из стороны в сторону на протяжении нескольких метров. В итоге его занесло направо в сторону заправки, где он и протаранил припаркованный многотонник. На место приехали жена и дочь погибшего. Все понимают, что большой трагедии не случилось буквально чудом. Неуправляемый грузовик никого не сбил, не протаранил бензоколонку и врезался не в легковушку. Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить точную причину смерти мужчины. А тем временем организация, которой принадлежит пострадавшая от столкновения фура, намерена обращаться в страховую компанию, чтобы возместить ущерб, нанесенный длинномеру. Страховой полис у водителя газа был в полном порядке. Нафиса Минязова, Азат Самиголлин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.